Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали серебряными призерами чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир прошел в Латвии. В борьбе за золотые медали россияне со счетом 2-0 уступили норвежцам Андерсу Бернсену Моле и Кристиану Сандлие Сирому, для которых эта победа на континентальном первенстве стала первой в карьере. Стояновский и Красильников играют в паре с 2018 года. В числе их общих достижений – золото чемпионата мира, которое они завоевали в прошлом году. Для Красильникова же это серебро европейского первенства стало вторым в карьере. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира. Футболисты московского «Спартака» обыграли казанский «Рубин» в гостевом матче 8-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2-0. Забитым мячом в составе красно-белых отметился Джордан Ларсон. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник казанцев Михаил Меркулов. Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, сравнявшись по очкам с лидером сезона «Зенитом». У обоих клубов по 17 очков, однако питерцы опережают красно-белых по дополнительным показателям. «Рубин» идет на 7-й строке, имея в активе 11 пунктов. В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с Тамбовом, а казанцы в гостях сыграют с «Ротором». Санкт-Петербургский «Зенит» на выезде обыграл подмосковные «Химки» в первом матче нового сезона баскетбольной единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 79-67. Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Зенита» Билли Берон, набравший 16 очков. У подмосковного клуба самым точным был Дайрис Бертонс, на его счету 12 баллов. В следующем матче «Зенит» на своей площадке встретится с польским клубом «Зеленогура», а «Химки» в гостях сыграют с Нижним Новгородом. Обе игры пройдут 23 сентября. Хоккеисты «Динамо» выиграли у «Спартака», забросив 5 безответных шайб в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Дублем отметился Владимир Брюквин. По одному взятию ворот провели Дмитрий Яшкин, Михаил Чайковский и Оскар Линдберг. «Динамо» одержала 4-ю победу к ряду и занимает 4-ю позицию в таблице Западной конференции, имея в активе 8 очков. Красно-белые же идут 7-ми, на их счету 5 пунктов. В следующем матче «Динамо» 24 сентября на выезде сыграет в Сочи, а «Спартак» 2 днями позднее на своем льду встретится с «Амуром». Перейдем к событиям якутского спорта. Сборная Северо-Восточного федерального университета со счетом 8-2 победила команду Архангельского северного университета в матче второго тура Золотой лиги всероссийского турнира «Мини-футбол вузы». Соревнования проходят в Нижегородской области. Для якутян эта победа стала второй на этом турнире. Ранее они со счетом 5-2 выиграли у соперников из Санкт-Петербургского горного университета. Благодаря 2 победам якутские футболисты расположились на первой строке таблицы. Отметим, что Золотая лига проекта «Мини-футбол вузы» является самым престижным соревнованием среди студенческих команд. Сборная СВФУ на этом турнире дважды становилась бронзовым призером и 1 раз обладателем серебряных наград. Наталья Леонтьева завоевала серебряную медаль командного чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования прошли в Сочи. Якутянка финишировала второй в забеге на 5000 метров, показав результат 16 минут 8,20 секунды. Занявшая первое место Анна Тропина из Каменска-Уральского опередила Леонтьеву на 4 секунды. В последний раз Наталья выходила на официальный старт в августе этого года, приняв участие на чемпионате России в Смоленске. Тогда она стала 3-й в забеге на 10 000 метров. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!